В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга об отборе на военную службу. Предлагаю послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту города Якутск не прекращает работу по отбору желающих вступить в ряды защитников Родины. Ежедневно пункт отбора посещает огромное количество желающих поступить на военную службу, среди которых не только граждане России, но и граждане других государств. Со слов будущих военнослужащих, вступить в ряды вооруженных сил их побудил патриотизм, любовь к Родине, желание вступить на ее защиту. Родина, в свою очередь, поддерживает своих защитников и их семьи, служебное жилье и льготная ипотека, бюджетные места для обучения детей в вузах, единые дополнительные выплаты и гарантии. Для иностранных граждан предусмотрено упрощенное получение гражданства России при подписании контракта от 1 года. Важно отметить, что военнослужащие, подписавшие контракт с Министерством обороны в Якутии, за первый год службы могут заработать более 4 миллионов рублей. На сегодняшний день наиболее востребованы следующие воинские специальности. Водители на военную технику, механика-водители на гусеничную технику, наводчики и в артиллерийские и танковые подразделения, специалисты по связи. Подробнее можно узнать на сайте службы по контракту 14.рф или по телефонам 8 41 12 32 10 40 и 8 924 166 13 93. Также проконсультироваться можно по личному посещению в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, дом 23. В любое удобное для вас время. Далее перейдем к новостям и вначале озвучу основные темы выпуска. В Хангаласском Лусе официально открылась первая ледовая переправа о состоянии зимника и правилах пользования. Руководитель комитета семей воинов Отечества России посетила Якутскую офтальмологическую больницу. Это позволило оценить эффективность мер поддержки. Сильнейшие спортсмены Якутии съехались на турнир по Северному многоборью. Как прошли соревнования? Трансфер пассажиров поезда из Якутска будет выполняться на микроавтобусах. Это связано с официальным открытием ледовой переправы Павловск-Хатасы. Время отправления 14 часов по местному времени. Стоимость 1000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов по всей территории России и на официальном сайте РЖД. В Хангаласском Лусе официально открылась первая ледовая переправа, которая соединяет город Покровск с заречными наслегами. Переправу Покровск-Кердрем с 2018 года обустраивает администрация Жемконского второго наслега. В этом году ее удалось ввести в эксплуатацию раньше. В прошлом году она была открыта 5 декабря. Перед открытием сотрудники ГИМС провели мониторинг состояния льда. Его толщина в районе переправы составляет не менее 40 сантиметров, что соответствует стандартам безопасности. Грузоподъемность зимника до 3 тонн. Подготовительные работы начали уже 20 ноября. Да? Нам помогли, конечно же, местные жители. Они нам ежегодно помогают. По обустройству именно в субботнике мы делаем торосы, убираем. Это надо вручную сначала делать. Потом проверяется толщина льда. Можно ли выходить трактору. Да? У нас есть в собственности трактор МТЗ. Данная переправа автозимник является жизненно важной. Конечно же, люди все спешат, все хотят пораньше поехать, потому что у нас и центральная больница, все у нас в Покровске же находится. Да? Поэтому то, что пораньше открываем, это очень хорошо. Успеть до 2 декабря. Жителям Якутии напомнили о необходимости уплаты имущественного налога за 2023 год. Они взимаются за владение недвижимостью, транспортным средством, земельным участком и идут в региональный бюджет. Если не оплатить налог вовремя, то со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России от суммы долга. Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуги. В этом году гражданам впервые в налоговом уведомлении поступит налог от вкладов по НДФЛ в виде процентов от полученных доходов. Гражданам не нужно самостоятельно рассчитывать этот налог. Эти сведения нам направляются от банков и агентств по страхованию вкладов. Стоит отметить, что это касается не всех доходов, которые налогооблагаются с процентом доходами, да? НДФЛ облагается от общей суммы дохода за минусом необлагаемой суммы.
Руководитель комитета семей воинов Отечества России Юлия Белихова посетила Якутскую клиническую офтальмологическую больницу. В ходе визита ей были представлены несколько направлений работы по поддержке бойцов, представили систему зеленых коридоров для оперативного получения консультации и медицинской помощи. Также показали современное оборудование. Медицинский персонал больницы подробно рассказал о наиболее распространенных жалобах и проблемах со зрением у участников СВО. Визит Белиховой позволил оценить эффективность мер поддержки. Могу честно сказать, что даже в Центральном федеральном округе, во многих городах, которые миллионники, такого оборудования я не видела. Такого отношения, такого очень хорошего отношения, правильного, качественного к своей работе, с ответственностью за человека. Вы знаете, вот здесь нужно брать пример и учиться. В том числе здесь разные возраста, не упускаются и дети. В том числе корректировка там, не только зрения, да, но в том числе когда косоглазие, много-много другое. Оборудование, между прочим, наше российское. Не гонимся мы за Западом, там, да, где-то там через какие-то разные вещи, а смотрим свое российское оборудование. Здесь его покупают, закупают, применяют и показывают, какое оно сегодня есть. Помимо посещения больницы, Юлия Белихова встретилась с коллективом Государственного театра оперы и балета. Театр запустил проект «Культура на службе Отечеству», который охватывает множество направлений, по которой ведется работа по поддержке бойцов СВО и их семей. Это сбор гуманитарной помощи, изготовление оберегов и маскировочных сетей, пошив формы бойцам и комплекты теплого белья. Также готовят специальные тематические концерты для бойцов, ветеранов СВО и членов их семей. А в Тампонском районе состоялся единый день благотворительных ярмарок «Своих не бросаем». В ходе акции собрано свыше 1 800 000 рублей, которые будут направлены в фонд поддержки участников СВО. Продолжение темы в нашем следующем материале. Минувшая суббота в Тампонском районе прошла под знаком благотворительных ярмарок в помощи нашим защитникам, находящимся на территории специальной военной операции. В этот день во всех поселениях прошли благотворительные ярмарки «Своих не бросаем». У многих на передовой сегодня мужья, братья, дети и близкие, поэтому в поддержку вышли целыми коллективами. В Хандыге в акции приняли участие около 30 предприятий и организаций, начиная от ЖКХ, нефтебазы, ОГПС-33 и заканчивая центром занятости, больницы, комплексным центром социальной защиты населения и общеобразовательными дошкольными учреждениями дополнительного образования. Я неоднократно принимаю участие на таких вот ярмарках. Вот эта ярмарка очень большая, очень сплоченная. Пришли все организации. Я представляю Центральную районную больницу. Наша организация принесла все, кто мог, то и принесли. Вязание, выпечка, консервация. Все участники ответственно подошли к проведению благотворительной ярмарки. Было продумано до мелочей, начиная от тематической организации торговой точки до формы одежды, подачи продукции. Мероприятие это нужное, важное. Это помощь нашим солдатам, которые на СВО. Молодцы все предприятия, конечно, активное участие приняли. Товара очень много. Я купила рыбу в Карсе, потому что я их очень люблю. И внукам блинчиков с мясом, которые тоже они очень любят. И вообще, конечно, здорово. Народу много, что продавцов, что покупателей. По итогам единого дня благотворительности в Тампонском районе собрано свыше 1 800 000 рублей. Из них в Хандыге более 800 000 рублей. Лидерами по собранным средствам стали районная администрация, филиал ГУП ЖКХ и Хандыгская средняя школа. Все вырученные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования, снаряжения, теплых вещей воинам и землякам специальной военной операции. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Учителя физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины Чапчелганской школы имени Филиппа Лобанова провели соревнования среди учащихся Баянай Солнан Аян, посвященное ко Дню охотников в республике. Так ученики начального, среднего и старшего звена соревновались в дартс, стрельбе из лука, пневматической винтовки и в ориентировании. Команды из 6 ребят соревновались в личном и командном первенстве. По итогам победители были награждены грамотами и призами. Такие соревнования, они готовят в первую очередь. Сейчас у нас нелегкое время, школьники должны быть готовы ко всему, на всякий случай. Они развивают
навыки, вот, стрельбы из лука, стрельбы из пневматического оружия. Вот это вот ориентирование тоже идет на определенный навык. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошел турнир по северному многоборью. Спортсмены, прибывшие из разных районов республики, поборолись за личное первенство по 3 популярным видам спорта коренных народов Севера. Как прошли соревнования, расскажет Тимур Колмогоров. Участие в турнире по северному троеборью приняли лучшие борцы по данному виду спорта. Всего это 26 спортсменов с 10 районов республики и города Якутска. Программу соревнований открыл тройной прыжок. Егор Терентьев участвует в соревнованиях по северному многоборью не 1 год. Так он уже становился чемпионом игр Манчары и призером Кубка России. Уже как 10 лет занимаюсь в северном многоборье. Лучший мой результат 11.41, а вот в среднем 10.60, да. Когда на тренировках, контрольных стартах, а в всероссийских соревнованиях я прыгал 11. Следующей дисциплиной для спортсменов стало метание аркана на хорей, где проверяется точность броска спортсмена. Среди мужчин высокую результативность показал Егор Терентьев, метнув аркан точно в цель 7 раз. Среди женщин не отстала и Диана Павлова, попав арканом также 7 раз. Этот вид спорта я очень люблю, потому что являюсь рекордсменкой среди детишек. Когда я была маленькая, я установила рекорд. И после этого этот вид мне уже по душе уже. Соревнования впервые были проведены в рамках фестиваля, начиная с 2016 года. За это время интерес к северному многоборью как среди молодежи, так и среди взрослых спортсменов в Якутии и России значительно повысился. Сохранение традиций здесь по всему России. Проводится чемпионат России, Кубок России. Недавно приехали наши ребята тоже в Кубок России. И последние 3 года наша сборная команда республики чемпионом России командным. В течение всего года многоборцы будут повсеместно готовиться к соревнованиям. Следующим стартом для них станет чемпионат республики, который пройдет в начале следующего года. По его итогам будут сформированы сборные для участия в одном из самых ожидаемых спортивных мероприятий лета в Якутии – игры Манчары. Тимур Колмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.